Уважаемый почетный председатель первого международного кинофестиваля, профессор доктор Йован Таковский протоиерей Ставрофул, уважаемые представители Македонской православной церкви, уважаемый коллега, посол Чешской Республики в Республике Македония, господин Мирослав Ранеш, уважаемые организаторы, гости фестиваля, дамы и господа, дорогие друзья. Почитуван почесен председател на Меѓународниот филмски фестивал за културни и хуманитарни вредности доктор Јован Таковски, протоиерей Ставрофул. Почитувани представници на Македонската православна црква. Почитуван колега, амбасадор на Чешка република во Република Македонија, господин Мирослав Ранеш. Почитувани организатори, гости на фестивалот, дами и господа, драги приятели. Мы живем в тревожное время, когда стираются границы между добром и злом, когда духовные ценности, слагающие основу человеческой цивилизации, такие как семья, вера в Бога, любовь к ближнему, самопожертвование, совесть и правда, любое доброе человеческое чувство сегодня все чаще подвергаются сомнению, а порой и откровенному высмеиванию. Ние живееме во многу алармантно време, кога се бришат граници меѓу доброто и злото, кога духовните вредности, кои се основа на човечката цивилизација, како што фамилија, вера во Бог, љубов кон ближните, самопожртвуваност, совест и правда, секое добро човечко чувство, денес се почесто се подложуваат под сомневање и понекогаш нескриено исмеивање. Но именно в такие трудные времена люди испытывают особую потребность в своего рода нравственных маяках, которые напоминали бы о том, что в этой жизни правильно, а что нет, что истинно, а что ложно, и в чем, в конце концов, заключается смысл жизни человека, созданного по образу и подобию Божьему. Представляется, что Международный кинофестиваль духовных и гуманитарных ценностей «Покров Богородицы», который мы сегодня открываем в Скопье, способен стать одним из таких ярких спасительных маяков. Токму во таквите тешки времења, луѓе имаат посебна потреба во, на некој начин, светилник, кој подсетува што во животот е правилно, а што не, што е вистинско, а што е лажно, и на крај, што е смислата на живот на човекот, кој е создаден по образ Божи. Изгледа дека Меѓународниот филмски фестивал за духовни и хуманитарни вредности Богородичен покров, кој го денес отварено во Скопје, може да стане еден од такви сјајни светилници. Мне чрезвычайно приятно, что в число центральных событий фестиваля его организаторы включили ретроспективу российского документального и художественного кино на духовную тематику, ибо такая тематика всегда занимала особое место в жизни и культуре России. Многу ми е драго дека во низа на централните настани на фестивалот од страна на организаторите е вклучена ревија на рускиот документарен и игран филм посветен на духовната тема, бидејќи
ова тема секогаш имаше посебно место во животот и уметноста на Руси. Я искренне рад приветствовать вместе с вами здесь, в Скопье, очень интересного гостя и незаурядного человека, президента Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча», матушку Софию, известных деятелей кинематографии из Чехии, господина Иржи Свободу и Виктора Криштофа. Искрено ми се радувам да ја поздравам овде во Скопје многу интересната гостинка и надпросечен човек, председател на Меѓународниот православен Сретенски филмски фестивал «Встреча», матушка Софија, познати филмски дејци од Чешка, господа Виктор Криштоф и Иржи Свобода. Такие контакты чрезвычайно полезны для всех нас. Наши народы, благодаря общим многовековым культурным и духовным корням, очень близки. Соответственно, схожи искушения и угрозы, с которыми нам приходится сталкиваться в эпоху глобализации. Тем важнее и актуальнее совместные усилия по укреплению морально-нравственных ценностей и ориентиров, являющиеся нашей общей опорой всего православного и християнского мира. Благодарение на општите повековни културни и духовни темели, нашите народи се многу блиски. И тоа значи дека се слични искушенија и закани со кои тие се принудени да се соочуват во добата на глобализацијата. Затоа и се поважни и поактуелни заеднички напори за зацврстување на морални вредности кои се ослон на целиот православен и християнский свет. К большому сожалению, сегодня нашим общим неприходящим ценностям брошен серьезный вызов. Но, к счастью, как свидетельствует в том числе обширная и разнообразная программа этого кинофестиваля, нам есть чем ответить на этот вызов. И этот ответ зиждется не на силе, а на вере и правде. За жал, денес овие вечни вредности се соочија со сериозен предизвик. Но за среќа, како што сведечи меѓу другото и големата и богата програма на овој филмски фестивал, ние имаме што да одговориме. И одговорот се темелува не врз силата, туку врз правдата и верата. В связи с этим я хотел бы от души пожелать всем участникам и организаторам кинофестиваля успехов и творческих удач в их благородной просветительской миссии. Ее главный смысл состоит в том, чтобы помочь нам, зрителям, независимо от возраста, национальности, профессии и вероисповедания, задуматься об истинном и вечном, о том, что невозможно измерить деньгами и материальными благами, стать добрее и внимательнее к окружающим нас людям. Уверен, что тогда мир наш общий мир станет лучше и светлее. Во врска со тоа, би сакал од се срце да им посакам на сите учесници и организатори на филмскиот фестивал успех и творечка среќа во нивната благородна просветна мисија. Нејзиниот главен смисол е да ни помогне на нас, гледачите, без разлика на национална и верска припадност, професија, возраст, да размислиме за вистинското и вечното, за тоа што не може да се мери со пари или други материјални добра. Да станеме подобри и погрижливи кон луѓето што не обкружуваат нас. Убеден сум дека тогаш нашиот свет ќе биде малку подобар
i posvetili. Я хотел бы пожелать счастливой судьбы первому международному кинофестивалю, посвященному духовным и гуманным ценностям. Хотел бы, чтобы это стало доброй традицией, которая бы имела счастливое продолжение. Спасибо. Би сакал да му посакам на првиот меѓународен филмски фестивал за културни и хуманитарни вредности среќна судбина. Би сакал овој фестивал да има среќно продолжување. Ви благодарам на внимание.